У нас в республике существует программа капитального ремонта клубов, очень уникальная программа, которая позволяет отремонтировать старые ветхие клубы, которые были построены в 70-х годах. Желаем, чтобы эта программа продолжалась. И, к сожалению, все мы понимаем, что очень большая нагрузка на бюджет, что в этом году тоже ситуация была сложная. И хотим, чтобы в дальнейшем... У нас в этом году просто какое-то отделение было, нам сложно было попасть в программу капитального ремонта. Желаем, чтобы не сокращалось финансирование на это, потому что сельская культура является центром сохранения традиций татарского народа. Все мы знаем, что Татарстан является вторым центром татарского народа. У нас здесь 98% татар, и мы сохраняем культуру. И еще есть пожелание, чтобы во время капитального ремонта клубов нам звуковое оборудование дается, но, к сожалению, там не выделяются денежные средства на мебель и одежду сцены. Вот во время строительства клуба это предусмотрено, а во время капитального ремонта это не предусмотрено. Желаем, чтобы во время капитального ремонта предусматривались финансовые средства на приобретение мебели, одежды сцены и оборудования. Спасибо. На федеральном уровне я просто хочу вам доложить о том, что принято решение и есть полное понимание того, что эту программу сворачивать нельзя. То есть федеральное финансирование будет сохранено. И я бы сказала, что оно даже будет немножко увеличено. Как? Вот у нас есть такая программа социального развития села, и вот на эту программу мы выделяем дополнительные средства. То есть вот мы в бюджете утвердили, а еще при принятии бюджета приняли постановление. И в постановлении записали, что если будут дополнительные доходы в бюджет, они обычно бывают, да, то все доходы пойдут на 3 составляющие. Это на программу социального развития села, на строительство жилья детям-сиротам и на решение вопросов пассажирского транспорта в городах. Вот поэтому мы бы смогли, только здесь очень хорошо нам надо поработать. Вот мы с министром сельского хозяйства, когда недавно встречались, буквально неделю тому назад, татарстанского нашего, мы говорили о том, что нам надо все проекты заранее подготовить в Министерство России, Минсельхоз, отвести, там защитить, чтобы как деньги дополнительные появятся, чтобы мы могли вытащить больше проектов. Ну, чтобы, вы знаете, это организационная работа большая. Поэтому, если мы хорошо поработаем, то мы сможем на культуру взять не только с нацпроекта «Культура», но еще вот с этой вот государственной программы отдельной «Социальное развитие села». Ахтамышский район входит как раз в эту программу. И давайте смотреть, несколько источников может быть. Вопрос этот я знаю, записала, мы вот начали обсуждать, но пока вы сами правильно сказали, 2020 год, конечно, начало 2020 года, с точки зрения наполнения бюджета он дефицитный. И российский бюджет дефицитный, и республиканский бюджет. Ну, все силы были брошены на сохранение здоровья и на поддержку экономики малого и среднего бизнеса. Мы это знаем, мы это видим. Поэтому жизнь будет выправляться. Все равно мы видим, что в 2021 году и ожидаем, что жизнь, эксперты говорят, что жизнь будет налаживаться, экономика показывает. Вот уже даже в феврале уже аналитики видят, что некий рост экономики не по статистическим данным, а вот денежная масса, например, растет. Спрос на деньги есть тогда, когда есть инвестиции. Инвестиции есть тогда, когда есть вера в будущее, есть вера в рост. Значит, экономика видит то, что она будет, в общем-то, на траекторию роста выходить. Это хорошо, потому что ведь все, что мы хотим, да, мы хотим, чтобы наша страна, наша республика была стабильной и развивалась. Потому что остановился, это значит, что упал вниз. Все мы же знаем, да? Для этого нужна, конечно, растущая экономика, нужны эффективные бизнесы, нужны хорошие рабочие места, нужна хорошая зарплата нашим работающим, чтобы спрос был как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. Да? Поэтому поднятие доходов населения и поднятие секторов экономики – это главная задача, чтобы в конечном итоге у нас появлялись деньги на масштабные социальные программы. Но, еще раз повторюсь, с того, с чего начала, что понимание на федеральном уровне, что эту программу сворачивать нельзя, она очень нужна, очень востребована. Это и проект культуры малой Родины в том числе, да, и программа должна быть. Спасибо.